СССР – страна прогресса, страна возможностей. В предвоенные годы героическим трудом советского народа сделан гигантский шаг в развитии экономики страны. Построены тысячи промышленных предприятий, создавших экономическую основу оборонной мощи страны. В декабре 1940 года был утвержден план нападения на СССР под кодовым названием «Барбаросса». Он предусматривал разгром основных сил Красной Армии западнее Днепра с выходом на линию Архангельск-Волга-Астрахань. Войну предполагалось закончить в течение 4 месяцев. С первых дней войны в едином порыве многонациональный советский народ поднялся на защиту своего Отечества. Июня нападению подверглась Брестская крепость. Войска Тита-3 сдерживали врага более месяца. Ее героическая оборона стала символом несгибаемой стойкости советского солдата. 7 ноября 1941 года, когда враг стоял у самых ворот столицы, на Красной площади состоялся военный парад. Он показал всему миру, что Москва не сломлена, вселил уверенность в сердца советских людей и укрепил веру в нашу победу. Измотав противника в оборонительных боях и накопив резервы, 5 декабря части Красной Армии начали мощное контрнаступление, в ходе которого немецкие войска были разбиты и отброшены от столицы более чем на 150 километров. На полях Подмосковья был развеян миф о непобедимости германского вермахта. 8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда. Трагическая и в то же время героическая страница в жизни нашей страны. Жертвами голода, обстрелов и бомбежек фашистов стали более миллиона жителей города. Важную роль в обороне города сыграли корабли Балтийского флота, огонь которых сдерживал врага на подступах к блокадному Ленинграду. В ноябре по льду Ладожского озера была проложена дорога жизни, единственная транспортная магистраль снабжения блокадного города. История не знает другого примера, чтобы город, окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но жил, работал, сражался и победил. Оборона Ленинграда стала символом непокоренности советского народа.
Огромную помощь фронту оказывало партизанское движение на временно оккупированной территории, в рядах которого сражалось более 1 миллиона человек. К осени 1942 года пожар войны докатился до берегов Волги. Фашисты стремились перерезать канал поступления ресурсов с юга страны. Главной целью захватчиков стал Сталинград. Здесь решалась судьба Отечества. Переправы через Волгу, по которым осуществлялось снабжение защитников Сталинграда, находились под постоянными обстрелами и бомбежками фашистов. Беспримерный героизм и мужество советских солдат под руководством талантливых военачальников привели к окружению и сокрушительному разгрому 6-й немецкой армии. Битва за Сталинград стала поворотным событием не только в ходе Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Героический труд советского народа в тылу под лозунгом «Все для фронта, все для победы» обеспечил Красную армию всем необходимым для разгрома врага. Победа на Курской дуге летом 1943 года стала переломным моментом Великой Отечественной войны. Фашистская Германия окончательно утратила стратегическую инициативу. И кружится над нашей Родиной. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, но ценой не постоит. Одна на всех, но ценой не постоит. После разгрома немецких войск в Курской битве началось победоносное наступление Красной армии и изгнание врага с захваченных территорий. 26 марта 1944 года советские войска вышли на государственную границу СССР. С марта 44 по май 45 года в ходе непрерывных тяжелейших боев Красная армия освободила 11 государств Восточной Европы, потеряв более 1 миллиона солдат. В ночь на 1 мая 1945 года на куполе Рейхстага было водружено Знамя Победы. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Нашему народу, одержавшему великую победу, отстоявшему честь и независимость
правительств нашей страны, спасшему весь мир от нацизма. Вечная память героям.